Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие кардинальные перемены навсегда изменят вашу жизнь? Когда, в чем? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о себе, о своей жизни, планах, надеждах, мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие кардинальные перемены навсегда поменяют мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие кардинальные перемены поменяют навсегда вашу жизнь. Так, мои дорогие, ну здесь благая весть. Смотрите, вышла птичка, прям такой голубь мира. Это благая весть, которая к вам идет. Благодаря тому, либо из-за этой новости, вести, ваша жизнь начнет меняться. Раз и навсегда вы избавитесь от каких-то прям осложнений. Я вижу, что ваша жизнь, она полна именно не проблемами, а скорее больше как осложнениями после этих проблем, да? То есть случился у вас какой-то финансовый кризис, например, да, вот в семье, вот, да, не хватает денежки. Вы пошли, да, решили эту проблему, взяли кредит. И вот этот кредит уже есть осложнение. Либо у вас проблемы в отношениях, да, вы с кем-то рассорились, поссорились, человек вроде как вышел из вашей жизни, а у вас прям такая неприятность, прям такая тоска на сердце, и отпустить не можете, и вместе быть сложно. Знаете, вот эти осложнения, они вам мешают, вы от них уйдете. Уйдете вы благодаря тому, что я вижу, что, смотрите, да, к вам идет человек, который делает к вам дорогу через трудности, через проблемы. Этот человек вас одарит. Одарит вас он своей помощью, первый момент. И второй момент, он избавит вас от вот этих вот прям последствий. Да? Этот человек научит вас жить правильно и жить так, чтобы у вас не было никогда вот этих болезненных последствий, назовем их так. Да. Человек, смотрите, это человек как ну, просвещенный, что ли. Это может быть как хороший психолог, так и эзотерик, так и, например, хороший друг, который, например, обладает какими-то способностями, пусть даже и не эзотерическими, но тем не менее. Это человек новый в вашей жизни, это человек изменит полностью вашу жизнь, научит вас любить себя, ценить себя и всегда во всем в первую очередь ставить свое «я» и получать все бонусы и профиты, потом уже все остальные интересы. Знаете, у вас вот как бы и проблемы в жизни, потому что вы недолюбленная. Недолюбленная в первую очередь сама собой. Вот такой момент. Жертвенность через край, отдача, да, вот стопроцентная, это какое 100, тут 1000%, да, вы за что вы не возьметесь, вы до идеала просто-таки доведете. Ценой может быть каких-то сумасшедших усилий, своих страданий, недосыпов, недоеданий, переживаний, но вы идеалист человек, да, и ваша работа, она всегда, да, вот как это слово еще, перфекционист, да, вы всегда делаете прекрасно, да, перфект, это с английского, да, в переводе на русском, это просто прекрасно, прекраснейшая вы сотрудник, не знаю, работник, мастер своего дела. Да, в этом вы и славитесь, за это вас и любят, и уважают. Кстати, у вас вот перемена пойдет, одна очень важная перемена уйдет. Смотрите, зайчик сидит, видите, какой ушастый прям сидит. Ушки свои сложил, бедняжечка, уйдет этот зайчик. Зайчик — это страхи, это сомнения, это суетливость и недоверчивость. Это от вас уйдет. И знаете, благодаря тому, что уйдут эти страхи, во-первых, вы в себя верите, во-вторых, вы понимаете, что я ого-го какая, да, либо какой, я все могу, мне все по плечу. И вы просто как ракета летите, да, и нету вам никаких преград.
В космосе ведь нет преград, да, огромные пространства. Ну, а если столкнетесь вы с какой-то звездой, то вам она не помеха. Понимаете, я вижу тут прорыв сумасшедший в работе, в делах. Вот у вас здесь 3 луны. Смотрите, раз, два, три. 3 луны. 3 луны — это каких-то 3 просто сногсшибательных возможностей. Открытие вот дорог, открытие дел, открытие своих каких-то талантов и своего призвания. Вот у вас это еще впереди. И не важно, сколько вам лет, у вас вот впереди 3 прям достижения, которые вам в судьбу, которые вам по судьбе, и которые помогут вам действительно обрести себя, свое место в этой жизни. Наконец-таки занять то почетное место, тот трон, пьедестал, да, к которому вы так долго шли. Я вижу, что вы человек не амбициозный. Нет, нет, нет. Вы работаете просто таким за спасибо, понимаете? И ваша благодарность — это все-таки, да, это то, что вам говорят. Возможно, вы недополучаете за свои труды, возможно, вам недоплачивают. Но, мои дорогие, здесь вы сами себя, да, в такую категорию загнали людей, которые за спасибо работают. Но вы не меркантильный человек. Здесь нисколечко про меркантилизм не сказано. Здесь наоборот за то, что вы открытая. И иногда вам в жизни не везет. Но опять же таки не везет вам не потому, что с вами что-то не так, а потому что вы уступаете из-за милосердия свое везение, свою удачу другим людям. Мои дорогие, ну, вас научат. Вот этот человек неспроста. Смотрите, с этим человеком как много всего связано. Этот человек откроет вам путь, понимаете? Путь. Сначала вы благодаря этому человеку избавитесь от мелких проблем, потом вы избавитесь от страхов, а потом вы пойдете на свое достижение. Понимаете, как все прекрасно. А здесь есть люди, которые вам кланяются, которые говорят: спасибо вам огромное, что вы есть, за то, что помогли, за то, что в жизни в нашей, за то, что там, не знаю, в офисе нашем. То есть очень много благодарности вы выслушаете, но и будьте к тому, что есть и завистники. Завистники есть, к сожалению. Зависть, ну так она и останется, потому что это, ну, часть даже, да, нашего человеческого нутра, назовем его так, да. И опять же таки, иногда зависть бывает как и толчок конкретным каким-то действием, да, стимул, если можно так назвать, да, мотивация, может быть. Но тем не менее, дорогие, я вижу, что вот неприятные люди из вашей жизни уходят. У вас, ну, я не буду говорить, что это враги, потому что здесь, так знаете, как-то расплывчиво об этом говорится, да. Я вижу, что у вас была дорога заблуждений. Вы долго по этой дороге шли, возможно, даже петляли, возможно, у вас даже какие-то были камбэки. То есть ситуации, когда вы по кругу ходили, причем по замкнутому кругу. И виной этому были 2 человека. Вот они, двое. Они не показывают свои лица. Возможно, эти люди уже одной ногой в вашем прошлом. Но как бы там ни было, эти 2 человека, один уже вообще у него след почти простыл, а от второго абьюза, я не знаю, как это, кто это в вашей жизни, так, может, напишите мне в комментариях, да, мешал вам, да, не пускал вас, не давал расправить крылья. Этот человек тоже уходит. Вы уйдете из этой ошибочной дороги, вы перестанете петлять, вы... Знаете, вот у вас какая-то заниженная самооценка, и это не только потому, что вы очень скромный человек, а потому что здесь кто-то еще над вами поработал конкретно. Прям-таки вас могли унижать, обижать, пытаться вас к ногтю пригнуть. То есть это все в вашей жизни было. Вы выстояли, вы выжили, но... Понимаете, осадочек-то остался. И вот у многих девочек, мальчиков, кто будет смотреть эту отсыпочку, вы уж, пожалуйста, не судите строго, потому что все мы от природы, мальчики и девочки, господа и дамы, да. Поверьте, вот вас все-таки какие-то вот острые слова таки долетели до цели, и в вашем сердечке они поселились. Да, с другой стороны, да, с темной стороны сердечка, но они очень такие болезненные, да, прям как осколки сидят у вас в сердце, периодически дают о себе знать. Это чужое, это не ваше, это инородные тела, от которых нужно обязательно избавляться. И я вам
советую почаще смотреть в зеркало на себя, хвалить себя, любить себя. Не думайте, что это вредно, это очень полезно. Знаете, когда-то в советские времена был фильм «Самое прекрасное» или «Самое...» Вот какой-то интересный фильм, там Ирина Муравьева, по-моему, играла, а «Самое обаятельное и привлекательное». Да, вот там была система автотренинга. Конечно, это очень смешно выглядит, но я вас уверяю, это работает. И вы, мои дорогие, тоже себе говорите, что вы идеальны, вы прекрасны, вы добры, вы милы, вы гармоничны в этом мире. Нужно избавляться вот от этих осколочков. Да, вы с той дороги сойдете, но осколочки тоже нужно из себя, ну, выдавить, да, вот как выдавливают вот занозы, да, вот это тоже нужно убрать. Убрать и больше никогда в себе не сомневаться. На самом деле я вижу, что у вас все получится, вы на правильном пути. Жизнь ваша разделится двумя дорогами. Одну часть вы уже сейчас проходите, а вторая часть у вас начнется буквально со следующего года. То есть тут осталось ждать нам, ну, сколько тут почти там 7-8 месяцев, да. Мои дорогие, смотрите, первая дорога сложная. Это дорога ваших испытаний и вашего становления, роста вашего. И неважно, еще раз повторю, сколько вам лет, расти никогда не поздно. Мы всю жизнь растем и развиваемся, поверьте, да. Есть же такая вот пословица, поговорка: «Век живи, век учись». Это нормально, это свойственно для нас, для людей. Вы растете. Вот видите, вы здесь вот такой прям скелетик, да, человек-скелетик, который растет. Ручки растут, ножки растут, да, голова все больше и больше становится. Это нормально. Вы на правильном пути. Да, может быть, не всегда получается то, что желаешь. И не всегда наши усилия на выходе получают тот результат. Так, развивайте себя, становитесь сильнее, и понимаете, что самое лучшее у вас впереди. Первый этап, он закончится, за ним придет второй. Второй этап, он действительно судьбоносный. Во втором этапе, во-первых, я вижу, что у вас будет счастье. Счастье в паре, то есть у вас появится половиночка, человек, с которым вы разделите свою жизнь. Причем этого человека вы будете выбирать. Вы будете выбирать себе человека под стать. Того, кто действительно будет вам соответствовать полностью, да, полностью соответствовать всему вашему, например, райдеру, да, какой должен быть человек, что в нем должно быть, какие положительные качества, какие наработки, что этот человек несет в мою жизнь. То есть вы очень будете придирчиво подбирать себе половинку, пару. Но высшие силы по вот этому голубю уже о вас, да, позаботились, и к вам в жизнь идет именно достойнейший человек, который вас ну, реально приятно удивит тем, какой он есть, и тем, чем он наделен. Поверьте, у вас, ну тут, понимаете, у вас тут счастливая семья, счастливый брак, счастливые отношения и реализация себя. Ну, я даже не побоюсь, здесь вообще может быть вот прям какая-то известность такая, да, широкого спектра. То есть вы тут себя еще покажете, причем так заявите о себе на весь мир. Знаете, вас сейчас якорит какое-то ваше прошлое в лице какого-то человека. Вот он тут вышел, он вас якорит. То есть вы не можете этого человека оставить с одной стороны, с другой стороны этот человек не дает вам развиваться. Но время пройдет, и вы просто пойдете со своей мечтой. Вы пойдете, настолько будет манкая ваша мечта, настолько будет хорошее предложение, вот прям такое заманчивое, что вы к нему пойдете. Устанете вы биться в пустые двери, устанете вы от какого-то вот одиночества вдвоем, может быть, устанете вы от недопонимания и прям-таки пойдете за мечтой. Мечту вы свою схватите прям за хвостик. И знаете, вы не пожалеете. Вы не пожалеете о том, что вы вышли на тот путь, на путь достижения, на путь счастья, на путь успеха. Да, может быть, где-то вы станете жестче, может быть, где-то вы проработаете какие-то свои внутренние страхи и сомнения, от чего-то придется отказаться. Отказаться, возможно, от каких-то воспоминаний, которые вас очень сильно ранят, но тем временем они вас наполняют. С другой стороны,
Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь жизнью. Жизнь, она одна, и каждый человек должен ее прожить счастливо. Я всегда об этом говорю в своих гаданиях. Кто смотрит мои гадания на постоянной основе, знает это. Мои милые, вот прям призываю вас, не лишайте себя счастья, не лишайте. Я вижу, что вам идет прекрасный помощник, который поможет вам обрести себя, обрести уверенность в себе, и все у вас сложится просто прекрасно. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.